Приветствую всех на канале Магия Песка, мои дорогие и любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Подарок судьбы. Чему вы будете радоваться как ребенок? Загадайте, пожалуйста, на себя и обязательно загадайте свои временные рамки, свой срок загадайте. И пусть нужная и важная, радостная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, ну тут прям целый этот лебедь какой-то красивый. Лебедь, ну, радость так радость. Обычно лебеди приходят к новой любви, к новому счастью, к новой радости, к тому, что человека делает счастливым. Ну, допустим, да, вы мужчина либо женщина, у вас нет в жизни любви, либо такое состояние одиночества. Вы встретите ту либо того, с кем у вас будет любовь. Судьба дарит вам встречу с тем самым, либо с той самой, кто вас сделает счастливой, либо счастливым. Но у кого-то явно к любви, либо ко встрече с тем, кого вы уже любите. Да, у кого-то еще так отыграется. Возможно, в вашем сердце есть любовь, но по каким-то причинам вы не можете быть вместе, да, либо сейчас вы не вместе. То есть лебедь, да, прям плывет в вашу сторону с гордо запрокинутой головой, плывет слева направо. Подарок так подарок. У кого-то еще из моих дорогих зрителей отыграется как чудесное событие, которое положительно влияет на вас, влияет на то, что вы преобразитесь, на то, что вы выпрямите спину, похорошеете, расцветете. Понятное дело, когда у человека много проблем в жизни, когда человек грустный, понурый, серо выглядит, глаза тусклые, а тут прям и блеск в глазах, и вы уверенный человек, спина ровная, плечи расправили, идете, и все на вас заглядываются, внимание обращают. Кстати, еще лебедями могут показывать подарки, дары в прямом смысле слова. Да? Вот кто-то вам подарит такой подарок, что вы прям просияете от этого подарка. Если такой подарок вам будет подарен, то явно от того, кто вас по-настоящему искренне любит. И этот подарок, скорее всего, будет прям таким серьезным, основательным, либо очень дорогостоящим. Лебедь к вам идет, лебедь. Похорошите, преобразите, счастье почувствуете, любовь встретите, с подарками будете. Замечательный знак. Дальше. Судьба решила наградить вас за какую-то отвагу. Вы то ли за кого-то заступились, то ли вы не позволили какой-то несправедливости случиться. Но это как заслуженная награда. Хотя награду вы не ждете, вы поступали по своему кодексу чести, да, вы человек, который обладает острым чувством справедливости. И вот я вижу, что вы сделали все правильно. Не ждете вы подарков, это уже как дело прошедшее, но вам выпадает прям какая-то кастрюлька, в которой с горкой насыпана то ли каша, то ли еда какая-то. Будет вкусно, придут ресурсы, и вот что-то для вас меняется в плане того, что вы имеете. Иметь станете больше. Кому-то придут какие-то горячие шальные деньги, на которые вы можете себе очень многое позволить. У кого-то ресурсы, причем во всех смыслах этого слова. Да, вот все, что вы считаете ресурсом, то вы и получите. Еще и с горкой, да, мне идет. Хороший знак, но это как бы заслуженная награда. Но вы порадуетесь как ребенок, потому что давно не получали ни подарков, ни сюрпризов. И уж тем более за свою честность вы не ожидали получить подарок, поощрение. То есть не было таких мыслей. Дальше показано, что вы будете радоваться от того, что вам достоверно станет известно, что вас считают такой вот прям гордой хищной птицей, очень похожей на орла на самом деле. Видите, орел, который взлетает, у него огромные крылья, у него мощные такие когтистые лапы. И вот мыши в ужасе пищат и разбегаются.
ну, кто там, крысы, там всякие эти паучки, всякие противные твари, да, разбегаются в разные стороны. Вы и увидите, и вам еще об этом скажут, да, что вас стали бояться тех, кто раньше вредил, кто раньше считал, что может себе позволить вас обидеть, либо действовать против вас. Ну, смело можно сказать, что ваши враги начинают вас панически бояться. Вы это узнаете, и, конечно же, вы этому радуетесь. Но радуетесь не тому, что там кто-то где-то перепуганный сидит, а тому, что люди перестанут лезть в вашу жизнь, перестанут шкодить, перестанут мешать, перестанут какие-то гадости для вас и делать, и говорить. И вы как свободу обретаете, да? Орлу небо открыто. Орел по небу летает очень высоко. Помехи уйдут. И еще, мои хорошие, если вы занимаетесь собственным делом, если у вас свой бизнес, вы что-то вот продаете, оказываете услуги, ну, либо что-то другое делаете, то ваши конкуренты вас жутко боятся и разбегаются в разные стороны. Ну, можно вас тут смело поздравить, что конкурентов у вас больше нет. Те мыши, крысы разбежались, ну, потому что страшно. Вы вырываетесь на какую-то запредельную высоту, куда этим мышам никогда не добраться, уж тем более крысам не добраться. Ну, это разве что вы там схватите как добычу и ввысь унесете, а по-другому никак. Ну, хороший знак, очень хороший. Быть орлом — это очень замечательно. Еще, кстати, очень часто орлы проигрываются как знаки власти, как знаки вот герба, очень часто проигрываются. Может быть, вам придет какая-то персональная защита, либо какое-то персональное одобрение, и вот эти недоброжелатели разбегутся, испугаются, да, что вот вас трогать нельзя, да, обижать вас нельзя, иначе прилетит. И уже прилетит не от кого-то, а от, например, правоохранителей прилетит. Ну, серьезный такой знак, мощный мне идет. Дальше вижу, что вы будете радоваться какому-то завершению очень долгой эпопеи. Вот что-то очень долго тянулось, очень сложно тянулось. Вы очень много сил потратили, вот как, знаете, намучились в какой-то ситуации, либо в каком-то деле. И казалось, что нет ни конца, ни края, что никогда конец не придет, до финиша мы никогда не доберемся. А тут на тебе вот закрывается, событие закрывается, причем закрывается для вас таким вот каким-то двухэтажным тортиком, на котором еще и огонек горит. Ну, как свечка, да, горит. То есть все случится максимально быстро и случится в очень сжатые какие-то сроки. Ну вот представьте, да, вы этим занимались там несколько месяцев, пытались куда-то пробиться, добиться, что-то получить, да, и везде отворот-поворот, везде могли футболить, либо вы понимали, что от вас ничего не зависит, что ваше дело, ну, просто сидеть и ждать, а тут на тебе все завертится, закрутится, перезапустится этот механизм, ну, и все вот очень быстро, там, за 2-3 дня придет к результату. И судя по тому, что торт выходит, то есть это будет еще и праздник, да, в честь этого события будет праздник. Может, даже не вы организуете праздник, но вот люди, которые вас знают, например, либо люди, участники этих событий, вот как праздник мне еще будет. Ну, а может быть, прямой намек на то, что было горько, теперь будет максимально радостно и сладко. Вот. Может быть, действительно, там помолвка мне почему-то идет, да? И там какой-то очень красивый торт будет на этой помолвке. А может быть, вы очень долго не могли, например, там, забеременеть. И будет вот гендер-пати, да, где будет красивый торт, и вы узнаете, кто у вас родится. Может, это даже не ваш ребенок, а, например, это ваш внук, либо внучка будущая, да, то есть там невестка, либо дочка беременна. Но что-то очень тяжелое и долго тянулось, утомительное. Вот оно заканчивается. Причем заканчивается вот прям буквально в какие-то, там, не знаю, несколько недель, максимум там 2-3 недели, а у кого-то 2-3 дня. Хорошее событие, такое вот прям облегчение, камень с плеч, усталость уходит, силы возвращаются, и вы понимаете, что наконец-таки вы дождались, либо наконец-таки вы осилили, вы это сделали, и вот оно, пожалуйста, результат приходит. Дальше вижу, что судьба решила вам подарить какой-то талисман, а может быть оберег.
Что-то вам судьба решила подарить. И еще мне идет, что эта вещь, она к вам сама придет. Ну, не так, что там на ножках встала и пришла, нет. Вам либо кто-то из рук в руки даст, кто-то может подарить вам, кто-то может это продать. Ну, у каждого по-своему отыграется. Но вещица очень интересная, милая. Почему-то мне идет, что вот хочется рассматривать ее. Либо вы очень часто будете рассматривать. Талисман, который привлекает любовь в жизнь. Талисман, который удачу привлекает. Талисман, который деньги привлекает. Оберег, там, не знаю, от несчастного случая, от беды, от разорения, от болезни. Да, вот что-то к вам придет. И вы эту вещь цените. Может, не сразу, там, не с первого дня. Может, вы скептически настроенный человек, вам скажет, что это оберег, который удачу приносит. А вы скажете, знаем мы такое, да? Не работают такие вещи. Но не успеете вы это сказать, и уже буквально там на следующий день у вас уже какая-то удача придет, да, вы прям считаете, что вам повезло. Мне вот идет, что вы постоянно эту вещицу будете рассматривать, долго будете рассматривать, всматриваться в нее. Вам нравится, как это выглядит, либо вы чувствуете что-то от этого оберега. Но вот судьба мне идет, что подарит, но через какого-то человека, либо как-то вот, ну, ухитриться вам передать это все. Будет, мне идет, что будет. Вот мужчина на пороге мне идет. Мужчина, о котором вы мечтали. Девушки, вы мечтали о встрече с каким-то мужчиной. Смотрите, это не обязательно про любовь, хотя у кого-то про любовь отыграется, да, потому что и здесь тоже перекликается. Потому что вы любите и ждете, что вот мужчина должен прийти, приехать, и он у вас на пороге, как подарок судьбы. У кого-то еще может отыграться, что этот мужчина родной, да, любимый родной. То есть это кто-то из родственников. У кого-то может отыграться, что конкретно вот нужен был какой-то вот специалист, либо мастер, и вы об этом мечтали, да, найти самого лучшего мастера, либо самого лучшего специалиста. И вот он у вас на пороге. Мечта исполнится. Ну, мне идет, что для женщины вот мужчина, да, мужчина как подарок, конфету с собой несет, с ним будет точно сладко и точно будет приятно. Мужчина мечты мне идет. Ну вот о чем вы подумайте, о чем вы мечтали, о каких мужчинах вы мечтали, для чего вот именно это исполнится. Дальше вас кто-то порадует тем, что вас куда-то повезут, как в какое-то место вас повезут. Может быть, там какие-то мероприятия, аттракционы, гуляния будут. Обычно вы в такие места не ходите. Ну, либо вы, может быть, не очень знаете, да, что такие места существуют. Вот вижу, вас кто-то повезет, скорее всего, повезет. И вы там действительно себя как ребенок почувствуете. Там будете с горки кататься, либо на каких-то аттракционах. А может быть, это какой-то закрытый аквапарк. В общем, как ребенок, радуетесь, веселитесь. Вот будет ощущение, что да, я устала, но я как будто бы жизненной силой зарядилась. Вот, как помолодеете, да, вот ощущение, что я скинула возраст, и теперь я моложе. Хороший знак. Не отказывайтесь от веселья, от гуляний не отказывайтесь. Вам это на благо идет. Еще, мои хорошие, вы будете радоваться тому, что ваши близкие, вот у них что-то происходит. Происходит то, что вам приносит радость, либо даже радость плюс облегчение. Вы умеете радоваться за других людей, за родных людей, за просто знакомых людей. Вот здесь радость именно за родственников у вас идет. Дальше в семью, в дом приходят деньги. Причем деньги такие вот прям, ну, серьезные деньги. И благодаря тому, что деньги приходят, ну, я так понимаю, судьба позволяет этим деньгам войти в вашу жизнь, в ваш дом. В доме меньше ссор и конфликтов. В доме выравниваются отношения между домочадцами. Да? Вот неважно, вы живете с мужем и с детьми, либо вы живете с детьми, там, не знаю, с родителями, либо просто с детьми. Может быть, были какие-то ссоры, неприятные моменты, что там нужно было экономить, воздерживаться, как-то вот сокращать расходы, да, денег не хватало. А тут деньги пришли, все довольные, все счастливые. Ну, только единственное, там, не потратьте все там за полдня. Да, все-таки немножечко с умом надо к деньгам относиться. Но вот мне идет, что приличные деньги войдут в ваш дом.
Вот в семью войдут эти деньги. Откуда, не могу сказать, но с правой стороны, значит, это какие-то законные деньги, честные деньги, не случайные, да. И слева будет либо случайные, справа то, что заслужили, заработали, ну, либо так положено. Дальше вижу, что вас где-то кто-то одобрит, как дает вам зеленый свет, вам, вашей кандидатуре. И это будет очень неожиданно, я бы даже сказала, крайне неожиданно. И еще мне почему-то показано, что это как-то за вашей спиной происходит. Да? Возможно, вашу кандидатуру рассматривают, одобряют, там какие-то диалоги идут. И тут вы узнаете, что вы вот в каком-то списке, либо вас 100% одобрили. И у вас такой прям позитивчик внутри светится, прям согревает вашу душу. То есть об этом вы не думали и не переживали. Да? Для вас это будет просто приятным сюрпризом, да? Приятным подарком судьбы. Но вы от этого не откажетесь. Вы не скажете, что ой, мне не надо, я не хочу. Нет, вы так не поступите. Для вас все-таки это очень важно. Дальше. Судьба решила снять с ваших плеч какие-то заботы и тягости жизни. Что это, я не могу сказать, вы все разные, но это то, что ломало вашу спину. Это то, что лежало тяжелым бременем прямо у вас на позвоночнике. Судьба решила вас разгрузить. Ну, либо эти проблемы станут неактуальными, либо найдется кто-то, как посланник, помощник судьбы, кто вас разгрузит, возьмет на себя. Но для вас это хорошо. Хоть спина отдохнет, хоть сможете расправить спину, да, нормально пожить. Дальше. Вот здесь радость больше похожа от того, что какая-то женщина отворачивается. Может быть, у вас с этой женщиной были какие-то проблемы, может, там ссоры, скандалы, может, в принципе, какие-то неприятельские отношения были. А тут она разворачивается и больше к вам не поворачивается. То есть отвернуться, не мозолить вам глаза, не раздражать вас, не лезть в вашу жизнь, не мешать вашей жизни. Опять же, да, у кого-то вот семья рушится, потому что там, допустим, свекровь постоянно лезет со своими 5 копейками, пытается вас там уму-разуму учить и прочее, прочее, да, это неприятно, и постоянные ссоры идут. У кого-то отыграется, что это какая-то соперница, там, пристает к вашему мужчине. Может быть, это какая-то конкурентка там на работе, допустим, да, лезет все время, там, с вами соревнуется, вызывает вас там на турниры. А тут она просто разворачивается и вообще смотрит в другую сторону. И для вас это тоже приятный сюрприз. Для вас это прям еще ого-го, какой подарок судьбы. Возможно, вы очень часто об этом думали, либо вы молились, просили, чтобы избавили меня от этой ужасной женщины, чтобы она потеряла ко мне интерес, чтобы она больше ко мне не приставала. Но именно так и случится, да, так и случится. И еще вот для женщин, у кого есть дети, вот мне идет, что вы для своего ребенка что-то хотели, либо желали. Я не могу сказать, что это случится, но к желаемому вам дорога откроется. Там какие-то условия появятся, сопутствующие события. Дорога открывается. То есть, если есть желание, можно пойти дальше. Либо вы что-то для ребенка желали, вот дорога открылась, и ваш ребенок должен идти этой дорогой. Может, вы желали, чтобы ваш ребенок, не знаю, куда-то уехал, либо куда-то поступил, либо где-то в чем-то результата добился. Вот дорога открылась. Ну, нужно действовать, нужно предпринимать какие-то шаги действия для того, чтобы эта дорога была не пустой. Но это уже не от вас зависит, это уже, как мне кажется, от ребенка зависит. Но у вас материнская радость, что вот моему ребенку дорога открылась. Это тоже приятный момент. Кто-то для вас буквально вот так руку поднимает и говорит: ныряй под мышку. Защитник, что ли, либо покровитель. Может быть, вы нуждаетесь очень сильно, да, чтобы кто-то защищал, покровительствовал. А может быть, вы давно хотели попасть под руку к этому человеку, потому что, нравится вам этот человек, вы его уважаете, вы понимаете, что если этот человек рядом, то вам некого бояться и море по колено. И вот я вижу, что человек так ровно и поступит, как вы хотели. Прям сам будет предлагать и будет говорить: давай, все, ныряй, теперь ты
под моей ответственностью. У кого-то, кстати, по такой картинке могут резко улучшиться взаимоотношения с каким-то руководителем, там, начальник на работе, либо это какой-то чиновник, либо еще кто-то, да, вот разница в возрасте еще может проиграться, да, тот, кто намного старше, вам позволяет пользоваться собой, ну, либо собой закрываться. Ну, тоже неплохо на самом деле, согласитесь. Еще я вижу, что судьба вас подведет к тому, чтобы вы сами себе сделали подарок. И этот подарок – это что-то красивое. Мне почему-то кажется, что это либо какие-то украшения, либо какие-то красивые наряды. Вот вы человек очень такой, живете для других, да, на себе экономите, либо ну, сами себя умеете отговорить и сказать, что вот, ну что мне это платье красивое, да, либо этот костюм дорогущий. Надо думать о будущем, там, о детях, о том, о сём, пятом, десятом. А вот тут судьба вас приведет туда, где вы сможете и мечту свою исполнить, и еще как-то вот там, не знаю, недорого, да, не за все деньги мира, не по полной стоимости. Может, там скидки какие-то будут, может быть, ну, какие-то подарочные акции, что-то такое будет, что вы так удивитесь, так порадуетесь, так довольны будете, что вот я попала на это предложение, и я смогла себе купить вот такую красоту. Это что-то очень и очень красивое. Ну вот еще раз говорю, у кого-то украшения, у кого-то, может, сумка какая-то, там сумка мечты, у кого-то какие-то аксессуары, может быть, у кого-то одежда. Одежда, наряд вот мне идет, да, что-то такое нарядное, красивое, чтобы вы никогда раньше просто так не купили. Ну, вам бы денег стало жалко, либо у вас нет такой суммы. А тут вот как попадется вам, да, вот скидка, предложение, и вы скажете, сделаю себе подарок, сделаю себе радость. Это очень правильно. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.